Это называется супер-йога для мозга. Упражнение, которое направлено на то, чтобы прокачать клетки и повысить нейронную активность мозга. Страдающие от синдрома Альцгеймера, студенты, ищущие средства для улучшения памяти и дети в школе. Среди тех, кто говорит, что выполнение этих упражнений делает их умнее. Возьмите с правой рукой за левую мочку. Медицинский врач в Лос-Анджелесе прописывает упражнения. Вдыхайте, приседая. Выдыхайте, вставая. Не для того, чтобы пациенты становились сильнее, но чтобы они становились умнее. Я дал ему эти упражнения, я его обучил им, но в следующем семестре он был уже совсем другим ребенком. Его оценки стали почти одни пятерки. Возьмите вашу левую руку. Учитель в Малибу получил значительный результат, работая с детьми-инвалидами. У нас есть дети с аутизмом и другими заболеваниями и потребностями. Мы прописали упражнения. Вдох, выдох. Не для того, чтобы улучшить мускулатуру, но сделать острее их ум. И мы становимся умнее и умнее. Хорошо, Брэндон. Какое-то время ты просто стоишь там и не двигаешься. И потом я прошу посмотреть на меня. И они это делают. Учитель. Доктор. И потом берете правую руку и помещаете пальцы на левую мочку. Ельский нейробиолог. Да, я делаю это каждый день. И трудовой терапевт. Я думаю, что это может быть ключом, чтобы помочь этим детям раскрыться. Я изучила супер-йогу для мозга от мастера Чоа Коксу и заметила, что вся моя жизнь изменилась. Столько времени на поиски ключей, или заходил в комнату и забывал зачем. Ельский нейробиолог Юджин Энг говорит, что супер-йога для ума стимулирует нейронные связи за счет активации акупунктурных точек на мочках ушей. Если говорить современными терминами, наш мозг работает таким образом, что, держась за левую мочку, вы активируете правое полушарие, а держась за правую, вы активируете левое полушарие. Энг говорит, что после выполнения упражнения на ЭЭГ можно увидеть, что правое и левое полушарие синхронизированы. Рейна Катерба не нуждается в схемах и графиках, чтобы убедиться. Она сама лично увидела перемену одного 7-летнего студента с диагнозом эмоционального расстройства и дислексии. Он с трудом держал карандаш. Теперь он учится в обычном классе без чьей-то помощи. Он один из лучших детей в классе. Это фотография мальчика с аутизмом и его мамы, которая говорит, что он трансформировался после выполнения йоги для мозга. И он кусал меня, бил меня, бежал и ударялся о стену. С того момента, как он начал упражнение, он резко изменился. Да, это выглядит странным, но эффект стоит усилий. Это всего 5 минут в день. И когда я приучила себя это делать, это оказало невероятный эффект на мою жизнь. Это как получить новый мозг. Исследования подтверждают, что йога для мозга может помочь каждому. Hembuskan nafas. Saat jongkok, duduk nafas. Saat bangun, hembuskan nafas. Jongkok, duduk nafas. 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 Bangun, hembuskan nafas. पल्प में पल्प में पल्प में पल्प में
पल्प में